Сегодня в стране отмечается День радио. Именно 7 мая в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире приемник. Тогда же состоялась презентация его возможностей. Радио, как своеобразная звучащая летопись, занимает значимое место в развитии общества. О роли радиовещания в Якутии расскажет моя коллега Надежда Саханская. Она находится на прямой связи со студией. Надежда, привет, передаю тебе слово. Марферина, приветствую тебя. Да, действительно, именно 7 мая Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи, что стало отправной точкой в истории радиовещания в нашей стране. Но мы сегодня поговорим о республике в частности. Представьте себе, огромная, колоссальная территория, большое количество населенных пунктов. И как-то надо всех объединить в начале 20 века. Появляется радиовещание. Вообще, надо сказать, что в первые 2 десятилетия 20 века в Якутии, подобно и другим национальным окраинам нашей страны, радио имело огромное значение для просвещения населения в первую очередь, которое только училось читать и писать. 1920-е годы представляют огромный фундамент радиофикации республики, когда было использование возможностей радио как газеты, без бумаги и без больших расстояний. Ну а в трудных северных условиях 4 года строилась первая радиостанция в нашей республике. Угадайте где? В городе Среднеколымске. Ну а к моменту образования советской автономии Якутская ССР появилась и радиостанция в столице региона, городе Якутске. Но не только там, а также в Верхоянске, Алекминске и Вилюйске. Вообще, надо сказать, что в 2013 году уже с ходом времени система Якутия была переведена на многоканальное цифровое вещание, благодаря чему у нас появляется, так скажем, мультиплекс телерадиовещания, о котором мы сегодня с вами поговорим. Вот у нас аппаратно-студийный комплекс, в который мы прямо сейчас зайдем и покажем вам небольшое закулисье. Здесь расположилась эфирная студия радиостанции ТТИМ. Многие ее знают как радиостанцию Саха. Входить сюда надо, соблюдая общие правила, не входить в верхней одежде и обязательно разряжаться, прикасаясь к чему-нибудь металлическому, чтобы техника не вышла из строя. А здесь в студии сидит Альбина Тарабукина, которая расскажет нам о работе радиовещания в Якутии. Альбина, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. С праздником, дорогие наши радиослушатели, работники связи. Вот как раз мы сейчас находимся в сердце нашей радиостудии. То есть здесь каждый день с 7 часов утра начинается наше прямое вещание. Отсюда как раз звучат позывные нашего якутского радиовещания. Помните графику народного художника Афанасия Монхалова «Весь мир слушает радио». И как раз он как бы предвидел, сегодня нас слушает во всех уголках нашего огромного мира. У нас сейчас подписчиков около 1 миллиона, это же ведь хорошо. И вот видите, этим радио сегодня шагнуло на несколько лет вперед. А если раньше мы работали на обычных дисках, кассетах записывали, а сейчас полностью оснащена наша студия, технический прорыв произошел, и у нас цифровая техника, монтаж, все на высшем уровне. Вот сейчас вся программа нашего сегодняшнего эфира на мониторе мы видим, через сколько минут, через сколько секунд начнется уже другой прямой эфир, уже с другой радиостудии, а это у нас вещательная студия. Вот благодаря таким людям, как Харлампий Назаревич Дьяконов, Иван Андросов, да, Руслан Васильев, ну, конечно же, у истоков нашего тогдашнего комитета, Государственного комитета радиовещания, стоял, конечно, Семен Афанасьевич Протодьяконов. Ну и благодаря нашему генеральному директору Олегу Маркову вот мы сегодня имеем такую современную, мощную студию. Дорогие друзья, говорят же, радио без границ и расстояний – это вот как раз про наше радио, якутское радио. Спасибо, друзья. Спасибо большое, Альбина. Я хочу вам пожелать хорошего эфира сегодня, да и не только сегодня, вообще на протяжении многих лет вашей профессиональной деятельности. Мы пойдем далее, потому что радио не ограничивается только одной лишь студией. Давайте пройдем далее по коридору. Значит, здесь у нас расположилась еще одна студия записи, где работают звукорежиссеры. И, в общем-то, тут давайте немножечко подсмотрим.
оказывается, закрыто. Но не будем отвлекать народ, потому что сейчас идет эфир. Мы посмотрим на это с другой стороны. Кстати, надо сказать, что сейчас в республике уже население составляет 1 миллион человек, а охват радиовещания по республике 500 тысяч человек населения. Представляете, какие масштабы? Вот, посмотрите, сейчас идет программа на якутском языке, и, в общем-то, ведущий Эдуард Рудых, которого голос знает без преувеличения вся республика. Ну а рядом со мной находится редактор общественно-политических программ Юрий Сергеев. Юрий, здравствуйте, с праздником вас! Вас также с праздником, уважаемые телезрители. Я думаю, что сегодня действительно 7 мая, день радио и работников всех отраслей связи. Ну, сейчас в данное время мы находимся в аппаратной радиовещания. Там за стеклом, как видите, вы правильно заметили, что идет прямая передача. Ведет ее наш известный журналист, диктор якутского радио, радио Титим Сахарадиата, вот Эдуард Егорович вот, Рудых. И сегодня вот здесь вот, эта студия вообще прямого эфира у нас. Да, здесь выходят разные передачи разного такого направления, общественно-политические, социальные передачи, да, спортивные передачи входят. И вот, и сегодня за пультом сидят вот наш режиссер Николай Слепцов, вот режиссер Екатерина Голикова, она тоже у нас как бы и записывающий режиссер, наши передачи тоже выходят вот в эфир, да, и вот, ну и надо сказать, что вот из этой студии, вот этого комплекса, я бы сказал, нашей аппаратной радиовещания, здесь у нас выходит передача «Титимчага» с 2 часов до 3 часов, да, и вот передача «Якутск сегодня». Вот поэтому здесь создается наше радио «Титим Сахарадиота». Благодарю, с праздником, товарищи. Не будем вас отвлекать от эфира, потому что эфирная работа – это дело такое, тонкое. Ну, а если вы находитесь вдали от дома и хотите послушать радио, знаете, что нужно сделать? Просто скачать приложение НВК Саха, где есть радиостанция Титим. Вообще-то многие считают, что если слушать радио через интернет, то это совершенно не та история. Но на самом деле, вот, обратите внимание сюда, здесь тоже идет вещание, что в целом может организовать вам частичку дома, когда вы находитесь далеко за пределами республики. Вот таким образом, дорогие друзья, далее в вечерних сюжетах мы обязательно продолжим освещать историю радиофикации Якутии. Ну, а на этом у меня пока все. Как говорится, воистину Попов Марферина. Надежда, спасибо. Всех причастных искренне поздравляю. А я напомню, на связи со студией была моя коллега Надежда Саханская, а мы продолжим дальше.